Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов и Юнусбек Евкуров открыли школу на 220 мест в селении Алкун Сунжинского района. Строительство нового здания обеспечит переход школы в односменный режим обучения. После торжественной церемонии почетные гости вошли в здание, осмотрели столовую, классы и спортивный зал. Репортаж Хади Добриевой. Повсюду разноцветные шары, музыка, а на лицах неподдельная радость. Праздничная атмосфера царит сегодня в Нижнем Алкуне. Долгожданная школа наконец-то готова принять своих учеников. А поздравить их и весь педагогический коллектив приехали глава региона, министр образования и науки России и целая команда официальных лиц. И вам спасибо за то, что терпеливо ждали новой школы. Детям успехов. Вы были уже в школе? Да. Понравилось? Ну и молодцы. Это только один из примеров того, как в Республике Ингушетия развивается система образования. Здесь строятся новые школы и новые детские сады, строятся новые здания Ингушского университета. Большое спасибо руководству республики за постоянное внимание к системе образования, к будущему Республики Ингушетия, к детям, которые здесь живут. Еще раз всех поздравляю учеников и учителей школы с новосельем. Перерезанная красная лента для этой школы как своеобразный первый звонок. Однако сперва условия, созданные здесь для детей, оценили почетные гости мероприятия. С радостью директор школы показывает им сразу два объекта, которых не было в бывшем здании. Большую светлую столовую и спортивный зал. Еще одним долгожданным приобретением стал школьный кабинет для занятий на уроках технологии. Максимально на что мы рассчитывали вообще, когда мечтали о спортзале. Но мы получили такой шикарный подарок. Это стимулирует нас к большей отдаче, чем мы вообще работали. Я не хочу сказать, что мы работали, но это удваивает наши силы, так как действительно это шикарный подарок. Полностью оборудованные по последнему слову педагогической науки кабинеты информатики, физики и химии, актовый зал и даже уголок, где будут выставляться поделки, сделанные руками учеников. До сегодняшнего дня алкунские школьники видели все это только в других школах, а теперь смогут похвастаться подобным сами. Кстати, министру Дмитрию Ливанову школьники Нижнего Алкуна преподнесли в подарок одно из своих творений. В новой школьной библиотеке книги строгими рядами выстроились на стеллажах, а в старом здании Зареме Оздоевой приходилось хранить их, где местечко найдется, то в учительской, то в кабинете директора. А здесь даже уголок для читателей удалось выкроить. Вот мы часто планировали здесь с директором, с библиотекарем эти встречи с писателями, но поскольку вот негде было так красиво провести, было так немножко неудобно перед гостями, и мы это отлаживали, вот школу достроят, вот. И вот первое мероприятие, я думаю, у нас здесь будет встреча с писателями. В школу по проекту, рассчитанную на 200 ребят, будут пока ходить около сотни учеников, но стоит отметить, что ее открытие большой подарок не только алкунским школьникам, но и дошколятам. Одним из главных отличий, а вместе с тем и достоинств этой школы станет открытие внутри этого учреждения детского сада. Для дошколят здесь подготовлено 3 кабинета, и в ближайшее время около 80 детишек со всего села пойдут в новый детский садик. Школьники быстро оценили и новую мебель, и просторные кабинеты. Я очень рад, что у нас своя большая школа. Чем тебе нравится ваша новая школа? Потому что она красивая. Потому что новая доска, новая парта, новые стулья. В принципе, сказать, что там было плохо, мы не можем, потому что учебный процесс продолжался. Несмотря на все, мы принимали во всех всероссийских международных конкурсах, республиканских конкурсах, выезжали в Москву, занимали призовые места, принимали участие в форуме «Одаренные дети». Но, конечно же, сейчас это у нас будет получаться более лучше. Сложно передать радость самих школьников, преподавателей, а также их родителей, у которых ни один ребенок отучился в старой школе, не переставая мечтать о новой. Конечно, рады все, правда, и дети рады, и взрослые, и все родители. Там не так очень хотелось учиться, но в новой школе хочется учиться лучше. Уже завтра у школьников начнутся полноценные занятия в новом здании, и кое-кому из них придется привыкать к утреннему графику. Во вторую смену учиться здесь больше никому не придется. Хади Добриева, Ризван Аушев, Новости 24.